Якутия в мире. Мы рассказываем о якутянах, которые смогли расширить границы мира, живут и работают в разных странах и континентах, но не забывают о родных истоках. Добрый день, дорогие радиослушатели! Сегодня у нас в гостях гости из далекой Японии Вида Ефремова. Спасибо, что пригласили. Меня зовут Ефремова Вида. Я со своей семьей, с мужем и сыном живем в Японии, в городе Токио. Вида, можешь, пожалуйста, рассказать нашим слушателям, откуда ты, где училась, чем сейчас занимаешься? Я родилась и выросла в деревне Хангаласский улус, село Улах-Ан. Там я пошла в 1 класс, но после 1 класса мы с родителями переехали в город Якутск. Там я училась в 18-й школе, затем в 20-й. После окончания школы поступила тогда еще в ЯГУ, факультет иностранных языков, кафедра восточной филологии, японский язык. 5 лет отучилась, и после уже того, как закончили, где-то через год уже переехали в Японию. Получился этот переезд неожиданно. Мы с ним одногруппники, вместе японский изучали, поэтому нам получилось очень удобно, что вдвоем знаем язык. Его пригласили по работе, он занимается автоимпортом, его зовут Ефремов Дмитрий. И вот он поехал работать, и затем пригласил нас с сыном в Японию. Долго ли у вас проходила адаптация к новой стране? Несмотря на то, что здесь вы изучали культуру и язык, да, этой страны, все равно, наверное, были какие-то свои сложности. Конечно. Мы ездили туда студентами, как студенты, даже не по обмену, мы учились в языковой школе. Жизнь студента и жизнь жителя — это совсем разные вещи. Там такие вопросы бытовые никогда мы не встречали. По медицинской страховке, что такое налоги, как подавать заявление на детский сад и тому подобные бытовые мелочи жизни. Мы с этим, конечно, столкнулись в первый раз, когда переехали. Но это было все благополучно пройдено. Япония, тем более такая страна, которая очень лояльно относится к иностранцам, и видя нашу растерянность, японцы всегда идут навстречу. Поэтому Япония — это страна, которая, мне кажется, рада иностранцам. И сделаны все условия для этого. А скажи, пожалуйста, вот живя в Японии, да, и бывая здесь у себя на родине, ты наверняка видишь какие-то, и похожести какие-то, да, и различия. Какие вот есть различия и схожести по менталитету вообще и по устройству страны? Есть, я замечаю, что японцы по менталитету с нами, с народом Саха, есть общие черты. Они очень чтят свою культуру. У них вот храмы и немножко вот религия у нас. Где-то синтоизм, где-то вот с поверьем Аи, с якутским поверьем немножко есть схожести. Также они нельзя кричать, нельзя шуметь. Например, если сравнивать китайскую культуру, там как бы немножко по-другому буддизм, там китайцы громкие, можно так сказать, надеюсь, никого не обидела. А японцы очень тихие, они так разговаривают полушепотом. В Якутске то же самое. Саха так как-то полушепотом тихо разговаривают, и тоже вера, то, что есть божества, у огня есть. Это, если честно, по культуре. Образ жизни, думаю, где-то есть схожести, где-то нет. Так прямо сейчас на месте не смогу вспомнить. А как вас воспринимают японцы? Думают ли они, что вы японцы, либо сразу видят, что вы иностранцы? В Токио уж точно мы смешиваемся, потому что там очень много людей живет, иностранцев. Конечно, большинство японцы и китайцы живут в Токио, но японцы, если так взглядом мимо просмотрят, подумают, что японцы. Но если они начнут приглядываться, это вот как вот мы тоже. Мы же можем отличить китаянку от якутки. Есть же что-то неуловимое в черте, которое можешь только ты сам свою нацию разглядеть. То же самое японцы смотрят. Разрез глаз, овал лица, нос, вот скулы. Это все они замечают и говорят: ты японка, но, возможно, ты хафу. Хафу — это означает от слова half, половинка. Ты метиска, потому что в тебе есть что-то японское, но что-то не японское тоже есть. Мне всегда так говорили: ты хафу. Возможно, ты, может, как комплимент звучит,
что я полуяпонка и полу откуда-то европейка, потому что японцы не очень хорошо разбираются в европейцах. Я говорю, о нет. Поэтому, да, могу сказать, что если они начнут приглядываться, они увидят, что я не японка чистая. А что вы рассказываете вот своим новым друзьям, да, своим коллегам о Якутии, новым знакомым? Начинаю сразу с шока. С холода. С холода. Вокруг да около я не хожу. И чтобы японцы очень впечатлительный народ, как дети. Когда рассказываю, я начинаю, да, с холода. Ну, я же хочу произвести впечатление. Я так и произвожу. Да, и так и произвожу впечатление. Я вот читаю твой Инстаграм, очень интересно пишешь о культуре. Большое. И ты писала о том, что вот, об обучении детей, да, в Японии. Но мне показалось удивительным, что ваш сын знает 3 языка, то есть он входит в школу с японцами, учится с японскими детьми, но при этом он знает 3 языка. Несмотря на то, что вот много наших якутян проживает за рубежом, это все-таки не всегда такое встречается, что дети знают родной язык. И якутский, и русский. Как вот вам с супругом это удается? Еще давно, когда сын только родился, я поняла, что ребенок должен сначала заговорить на якутском, потому что если начать с русского, обычно дети, как показывает практика, с русского никогда не могут овладеть якутским. А с якутского все остальные языки мира даются легко. Поэтому база — это прям вот с рождения Жени было такое, что база должна быть якутская. То есть он должен говорить на языке саха, а затем... А русский он сам по себе пришел. Потому что мы с мужем друг с другом бываем микс, как и все, разговариваем так-сяк. А японский мы даже вообще не учили. Мы дома по-японски вообще не разговариваем. Он как только выходит за дверь, идет в школу, все, японец. Поэтому единственное, над чем мы старались, это знание якутского. Это школа жизни у сына. У нас в Токио же много иностранцев проживает. И у нас есть знакомые американцы, у них есть дети. И благодаря этим детям Женя научился разговаривать еще и по-английски на разговорном уровне. Потому что, жизнь заставит. Играть-то хочется. Не было такого, чтобы Женя, скажи, это ABC. Вот не было. Он как на слух воспринимает, у него произношение еще и очень крутое, то есть относительно. И в школе у них тоже преподаватель приходит, австралиец, кажется, или новозеландец, который разговаривает с ними целый день. То есть могу сказать, что Женя еще 4-й язык к себе взял. Очень здорово. С супругом, что вы хотите, чтобы вот ваш сын Женя знал о Якутии и мог эту информацию доносить до других людей, до своих же друзей, например? Гордость за то, что он родом из Якутии, что он саха. И ради этого мы стараемся приезжать вместе с ним часто. И могу сказать, что любовь мы в его сердце уже давно поселили к Якутии. Он хочет вернуться в Якутск уже вот как начал осознанно разговаривать, общаться. Он уже начал говорить: я хочу жить в Якутии, я хочу жить в Якутии. Вот он живет в Японии, в Токио, учится, но все равно он хочет до сих пор вернуться и жить здесь. Он говорит: я же из Якутии. Якуты должны с якутами жить, а японцы с японцами. До него начало только доходить, почему так у нас. И такое ощущение, что по окончанию, может, школы, может, университета он возьмет и вернется в Якутию. Пожалуйста. А вы вообще рассматриваете такую возможность, что могли бы переехать обратно? Сейчас такое время, что нет понятия постоянной привязанности. Есть работа, которая может выполняться дистанционно. И мы будем жить на 2 страны постоянно. Это же очень классно. Нет такого, что ты переехал и насовсем с концами. Мы хотим достичь такого, чтобы спокойно и без каких-либо серьезных растрат, чтобы могли спокойно полгода жить в Якутске, а остальные полгода в Японии. Почему нет? Потому что мы же тоже скучаем по своим родным, по еде скучаем. А общаетесь ли вы с нашими земляками в Японии? Если да, можешь ли рассказать, сколько вас примерно? Собираетесь ли? Я от всего сердца общаюсь со своими земляками. Студенты, которые приезжают в Японию, я всегда прошу: пишите, я всегда рада встретиться. Потому что как таковой диаспоры в Японии нет.
И нас из Якутии, людей практически в Японии тоже очень-очень мало, и можно на пальцах пересчитать. В городе Токио, к примеру, нет семьи якутской с детьми, которые бы там жили бы. Если бы были бы, я была бы очень рада, если они есть, и если я найду их благодаря соцсетям или радио, я буду очень рада и счастлива. Если нет такой поддержки, которая для наших земляков, я бы хотела сделать ее сама. Если будет саха-диаспора, то я хочу, чтобы она получилась благодаря, может, мне и моей семье. Также есть женщины, которые в 90-е переехали в Японию, которые вышли замуж за японцев, и там живут с 90-х годов, у них дети японцы. Несмотря на то, что вас совсем мало, вы провели СЭК же, да, в этом году? В этом году, в прошлом году тоже был. В прошлом году был скромненький. Пригласили студентов, присоединились, мы были все довольны и счастливы. Тогда получилось в парке провести этот СЭК. Японский барбекюшный парк. Рядом моя японская молодежь тоже сидела, барбекю жарила. Увидели, что мы в нарядах, девушки, и весь день на нас поглядывали. А потом, когда увидели, что мы начали фотографироваться, в общем, они подошли к нам знакомиться, потому что им стало вообще интересно, что вы это развесили, на каком языке вы разговариваете. И на тот момент мы тогда, это было в прошлом году, говорим, давайте потанцуем наш национальный танец Сохай. Ой, они были счастливы, они прыгали вместе с нами. А в этом году июнь в Токио — это сезон дождей как раз. Из-за этого не получилось в парке провести, нашли помещение. И нам пришлось в помещении провести СЭК. Как раз ансамбль из Якутии приехал, женщины, они были все в красивых национальных нарядах. Я подумала, это судьба. Было 36 женщин в национальных костюмах из Якутии, на 5 дней приехали в Токио. И я подумала, если не сейчас устраивать, то уже в этом году никогда. Поэтому быстро-быстро за 2 дня, что ли, запланировали, пришли, сфотографировались, и получилось все очень классно. А как ты думаешь, Вида, что нужно сделать для того, чтобы якутяне, которые проживают в других странах, стали задумываться о том, чтобы помочь развитию республики? Что нужно сделать? Это зависит, конечно, от самого человека, который не хочет, ему некогда, он работает, у него семья, свои вопросы жизни, заботы. Поэтому если человек сам готов к тому, чтобы жить в другой стране и думать о развитии республики, то ответы на эти вопросы придут сами, как помочь развитию. Я сама не то что пытаюсь, но есть чувство, что что-то я смогу сделать очень классно, но пока не пришло время, но я со всей силы хочу, чтобы была какая-то польза от того, что мы живем в Японии, что мы просто не проживаем свою жизнь в другой стране. Хочется реально привнести что-то полезное для нашей республики. Желание есть. Я желаю, чтобы это желание, оно потом преобразовалось в какой-то либо проект, либо намерение, что-то сделать, может быть, привнести что-то в наши саха-японские отношения. Было очень здорово. А скажи, пожалуйста, чем вы сейчас с мужем занимаетесь и как часто бываете в Якутии? Начну с мужа. Мужа, как я уже говорила, зовут Дмитрий. Занимается автомобильным бизнесом. Давно работает. Я сама занимаюсь распространением, продажей японских витаминов и косметики. Начала с 2014 года. Есть небольшой магазинчик косметики и витаминов в Якутске. А сейчас цель моего приезда — это открытие первого маркета японской бытовой химии. Опыт, который я принимаю, живя в Японии, хочу привнести в Якутск. Это тема экологии сейчас остро стоит. Там эти мусорные полигоны, использование ресурсов. И японская бытовая химия, мне кажется, это очень здорово, потому что в составе этой химии 70% натуральное сырье. Все очень классно у них. Поздравляю тебя с открытием нового магазина. И желаю успеха во всем. Желаю тебе, твоему супругу и сыну Жене, чтобы ваши мечты притворились, и вы могли приезжать сюда чаще, общаться с родными чаще, видеться. И пусть твои стремления по
тому, чтобы как-то помочь республике, да, они претворили в жизнь. Спасибо. Конечно, много было, наверное, каждый раз говорят о том, что всегда оставайтесь собой, уважительно относитесь друг к другу, любите. Японцев 128 миллионов человек. Это только японцы. А нас всего 400 тысяч. Я подумала, ой, мы такие чекурушки, нас так мало. Мы еще друг с другом выясняем отношения. Нет, мы должны просто беззаветно друг друга любить, просто потому что нас мало. И у меня изменились совсем взгляды на жизнь из-за этого. То есть каждый земляк для меня родственник. Такое чувство есть. И каждый раз, когда приезжают, я стараюсь с ними встретиться, потому что иногда мне кажется, что я так отдыхаю душой и телом. Когда разговариваю на якутском, по-якутски «тын-тагара вон-девит куртук» с сахалары, там меньше негатива, меньше злости и больше уважения друг к другу. Күндүз тәтчилер доробай болун, сырдык саналах болун, тох баручугей. Минасан, о генки то удачи не кудасай. Yoroshiku onegaishimasu. Для вас сегодня в студии работали Савина Данилова и Екатерина Голикова.